Полное погружение в Казанской ратуше эпоха бурных 20-х. Стучит пишущая машинка, картина подписания декрета об образовании ТАССР оживает. По всей видимости, для участников заседания оргкомитета по празднованию юбилея такая встреча стала сюрпризом. Второе заседание оргкомитета по празднованию юбилея республики – своеобразный экватор в проведении мероприятий. Планы в связи с пандемией пришлось корректировать, но не отменять. Уже сейчас, как и намечалось, проведено 75 мероприятий. Старт был дан в декабре прошлого года. Учреждена медаль «100 лет образования ТАССР» в статусе государственной награды тем, кто внес значительный вклад в развитие Татарстана. Флаг республики прошел эстафетой по всем регионам страны. Юбилей шагнул на другую сторону земли. В цвета флага республики был расцвечен Ниагарский водопад и Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. Запущена в обращение почтовая марка с гербом Татарстана. Указ президента страны, юбилей республики, события федерального масштаба. Казань, жилой массив Дербышки, ДК имени Сахибгарея Саидгалеева, первого руководителя ТАССР. Сроки сдачи его после реконструкции приурочили к исторической дате. Здесь сохранили исторический облик, разместили зрительный зал на 500 мест, кинозал, библиотеку, студию звукозаписи. И это, по оценке вице-премьера страны, высокий мировой уровень. В детстве сюда приезжали, и всегда это было дворцом. Потом какие-то годы он был в не самом лучшем состоянии. И вот то, что сегодня его открывают в таком прекрасном виде, я считаю, что это огромное достижение. То, что можно увидеть, потрогать, то, что останется на последующие годы, памятники материальной культуры, благоустройство городов, строительство, сдача социально значимых объектов, отдельный блок проведения юбилея. Вице-премьер России, возглавляющий оргкомитет празднования и до переезда в Москву, возглавлявший Министерство строительства Татарстана, в приветственном слове не мог не дать свободу эмоциям. Могу сказать уже вот со своего уровня новой работы по региональной политике, могу сказать, что по всем национальным проектам республика стабильно является в тройке лидеров по всей стране. Что по дорогам фактически в тройке, что по жилью на первом месте, и по всем программам, которые есть в стране, в которых Татарстан принимает всегда участие, везде является лидером. Почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Очередная планка Татарстана в этом году. Улучшить жилищные условия многим помогут изменения, связанные с ипотекой. Размер кредитов с господдержкой на новое жилье увеличится с 3 до 6 миллионов рублей, а в крупных городах и до 12% же ставка, напротив, пойдет вниз. Если в начале года разговоры по ставке ипотеки были сказочные, значит, хотя мы говорили, сегодня это реально 6,5 озвученные президентом. Многие банки уже за 6 дают и меньше. А то, что сельская ипотека, это огромное достижение. До 3%, даже меньше. Строительство в республике в новых условиях пандемии не останавливалось ни на день. Панорама объектов, которые вскоре будут открыты во время знакомительного турне по значимым для Казани точкам, стали своеобразной фотозоной. Большое Казанское кольцо, проект, который был необходим для разгрузки дорог многие годы, скоро замкнется. Второй корпус республиканской инфекционной больницы. Срок сдачи уже 15 августа. На залитой солнцем набережной озера Кабан вице-премьер постоял на мостках. Президент республики опробовал винт Архимеда на детской игровой площадке. Здесь же фото на память, уже неофициальное. Ты откуда камень? Я из Казани. Казанский малай? Так набережная
люди у себя на родине непосредственно вкладывают и восстанавливают эти объекты, это, я уже говорил, укрепляет институт диалога культур и сохранения традиций, я еще раз хочу сказать, языков народов. Матвей, Лера и Мирон – та самая первая в статистике рождаемости тройни, появившаяся на свет в этом юбилейном году. Сейчас им почти полгода, всему положенному в этом возрасте научились и уже проявляют характер. Кто-то из них боевой, кто-то дисциплинированный. И именно такие малыши через не так уж и много лет примут наследие уже наших дней. Татьяна Тимошенко, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.